Спортивная акробатика – один из самых зрелищных видов спорта, который требует огромной физической подготовки. Как попасть на большие соревнования и сколько часов перед этим нужно провести в зале? Узнаем это и чуть больше. Гора новостей в спортивной школе Олимпийского резерва «Спартак». Здесь проходит чемпионат и первенство Уфы по спортивной акробатике. Мы приехали на самую зрелищную часть – выступление юниоров. Выглядит впечатляюще. Вы только посмотрите, какие поддержки. Расскажи про ваше выступление. Мы выступаем в первый день балансовое упражнение, потом динамика, потом у нас комбинированное. Выступаем мы 3 дня, и бывает на российских соревнованиях у нас финал. Я увидела, что вы друг друга подкидываете. Сколько вы к этому готовитесь? Мы тренируемся 6 раз в неделю, по 4 часа, бывает и больше. Главное – ежедневность. Я заметила, что художественная гимнастика очень похожа на акробатику. Расскажи, пожалуйста, в чем разница? Это абсолютно разные 2 спорта. У нас есть и танцевальная часть, и также есть элементы из спортивной гимнастики. У нас есть одни прыжки, и спортивная акробатика славится больше парным спортом. Кандидаты в мастера спорта очень мотивируют начинающих спортсменов на великие свершения. Такие номера требуют большой подготовки. Конечно же, для нас с вами это красивое шоу, а тренеры и жюри четко видят ошибки и недочеты ребят. Несмотря на красоту всего происходящего, это спорт, который любит четкость и дисциплину. Насколько это важные соревнования? Для меня это очень важное соревнование, потому что они считаются отборочным туром на чемпионат Башкортостана. Расскажи про свою команду. Я сейчас стою в мужской паре по программе мастера спорта 14+. Мы тренируемся в Калининском районе, называется наш спортклуб СК «Профи». Как ты оцениваешь уровень своего выступления? Я считаю, что сегодня я выступил хорошо, но мог бы и лучше. И мне было очень приятно выступать в свой день рождения. Уже совсем скоро, в декабре, спортсмены-победители отправятся на республиканские соревнования. Они состоятся здесь же. За кубки и медали поборются ребята уже со всего Башкортостана. Равновесие тут одно из главных качеств, а прокачать его можно и вам, и мне прямо сейчас. Просто смотрите телевизор не сидя на диване, а стоя, например, на одной ноге. Тиханкина Ариадна и Рамазан Мусин специально для горы новостей.